одежда была какая? Детская, да? Первое время. Из обуви это валенки, резиновые сапоги. Потом уже только появились сандалии, да? Мама у меня приезжала сюда в Сыктывкар и вот привозила сандалии. Далее, когда я уже стал учиться, наверное, в 7 классе, появились балоневые куртки. Причем куртка по цвету отличалась очень серьезно от черной фуфайки. Она такая бледная, кофе с молоком. Я так стеснялся, хотел так носить, это японского производства, куртка такая классная. Но я стеснялся, я одевал только вечером, потому что среди людей в черной фуфайке это сильно бросается в глаза, да, понимаете? И потом, когда вот с 7 класса большого размера эта куртка была, и уже взрослый был, ростом уже был такой, как и в студенческие годы, еще носил эту куртку уже с удовольствием в студенческие годы, вот 80-е годы, когда я учился в пединституте. Они японские были? Да, это японская такая балоневая куртка. А мода, да, тогда мода была, значит, клеш, причем первое время это клеш был прямо с бедра, широкая, да, в 8-10 классах. Потом появились манжеты, да, потом клеш пошел, значит, с колена, вот. Рубашки клетчатые. Я давно ношу галстуки, я даже на даче иногда в галстуке хожу. Галстуков у меня много на сегодняшний день. Когда отмечал 60-летие, я делал выставку 60 галстуков. Вот. Поэтому мода была тогда, значит, первоначально вот здесь было 6 пуговиц. Да, у молодежи в советское время 6 пуговиц, длинный манжет, воротник длинный вот здесь, острый такой широкий воротник. Ну и длинные волосы, тогда все ходили с длинными волосами.